Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», в студии Ирина Ефимова. В среднем, по данным статистики, в городе Якутске в год услугами транспорта, общественного транспорта, то есть автобусами, пользуются порядка 120 тысяч человек ежедневно, совершая более 50 миллионов поездок. Согласитесь, довольно внушительно звучит цифра. В прошлом году, под занавес года, так сказать, была внедрена новая схема движения автобусов, и мнения пассажиров разделились. Кто-то считает, что стало гораздо удобнее. Ну, это, наверное, те, где раньше, к которым не заезжали автобусы, да, другие, наоборот, просят вернуть все, как было. Ну, вот и о том, как сегодня организована работа общественного транспорта в столице, мы поговорим с моими сегодняшними гостями. Это руководитель городской дорожно-транспортной службы Якутска Эдуард Садовников и руководитель «Союзавто» Андрей Косицкий. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, давайте расскажем нашим телезрителям вообще о решении менять транспортную схему. Почему оно было принято, да, и можно ли его сегодня оценить? Да, действительно, в конце прошлого года, с 18 ноября, у нас запущена, обновленная схема движения городских маршрутов. Решение данное было принято, в связи с тем, что и время настало, да, у нас город довольно-таки расширился, появились новые соцобъекты, новые места притяжения, новые микрорайоны появились. У нас стояли задачи запустить туда городской транспорт во исполнение требований законодательства. При этом в целом проект модернизации маршрутной сети у нас заложен в нашем мастер-плане города Якутска, утвержденным президентом Российской Федерации. Да. Поэтому мы планомерно идем к этому. И как первый этап мы обновили, схему движения. В конце октября у нас был проведен, и в конце ноября окончен конкурс по пассажирским перевозкам, и в рамках которого у нас и изменилась схема движения городских маршрутов. Угу. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос моим гостям можно по номеру телефона 42 14 39. А какие маршруты сильнее всего изменились? Чем это обусловлено? В целом у нас претерпели изменения 10 городских маршрутов, да, по обновленной схеме движения. И были отменены 2 схемы движения городских маршрутов. Это городской маршрут номер 25 и номер 15. Вместо них появились 2 новых городских маршрута. Это маршрут номер 12 и маршрут номер 11. В целом схема движения городских этих 10 маршрутов изменилась частично, да, то есть появились определенные заезды дополнительные. В некоторых моментах маршруты поменяли направление движения. Допустим, как городской маршрут номер 16. Ранее он курсировал по улице проспект Михаила Николаева в Сайсарский округ. Теперь он также с той же конечной остановки он поменял направление. Теперь он в Сайсарский округ двигает через микрорайон Птицефабрика. Также у нас изменения коснулись в части, как я озвучил, отмены схемы движения 2 городских маршрутов. Вместо них появился новый сформированный 12-й городской маршрут. Это новый кольцевой маршрут, который себя сейчас очень хорошо показывает. На линию ежедневно уходит 16 единиц техники с интервалом движения 8-10 минут в утренний час пик и так далее. Угу. А вот какой процент исполнения графика? В основном жалуются на то, что автобусов долго нету. Да, действительно, интервалы движения у нас есть моменты, когда в утренние часы пик, когда в будние дни транспортный поток очень находится в таком напряженном состоянии, заторы имеются по узким улицам, там Петра Алексеева, допустим, да, улица в час пик, перекресток проспект Ленина и Хабарова. Из-за этого интервалы движения, конечно, сдвигаются между автобусами, но каждый автобус, конечно, выходит по своему графику движения в определенное время утвержденному, и они стараются, конечно, выдерживать интервалы движения. А кто этот график составляет вообще, исходя из чего? И вот обязаны, как это получается, вы составляете график, а Союзавто обязан его придерживаться. Так получается, правильно? Наоборот немножко. Мы, перевозчики, составляем график, то есть есть определенная формула, это все зависит от протяженности маршрута, и от этого и рассчитывается количество подвижного состава на этом маршруте. То есть там берется интервал определенный,
И вот составляется администрация на данный момент, она утверждает, то есть вот эти все Да, мы графики. рассматриваем графики, которые нам предоставляются, ну, смотрим, изучаем, анализируем, обсуждаем даже, да, и утверждаем эти графики. В зависимости от потока, пассажиропотока. То есть у нас летом, вот, допустим, есть летний график, у нас 3 графика. 4, вернее, весенний, осенний, летний и зимний период. Как бы вот, в летний период пассажиропоток падает, как бы, и там, соответственно, как бы графики корректируются. Но это все происходит как бы А весенние и осенние одинаковые или тоже разные? ну, практически, наверное, да. Практически, да. Ну, в зависимости от маршрута, можно сказать. Да, от маршрута. От маршрута зависит. Каждый маршрут уникален, поэтому в каждом маршруте определенный график утверждается. Мгм. Ну, я знаю, что вот над проектом этой автобусной реформы целая команда работала, заказывали исследования отдельные, да, как вот... Да, действительно, это мы всё. к этому очень серьезно подошли. Получается, в 22 году, в конце 22 года мы объявили конкурс на проект новой маршрутной сети, значит, да, исследования, научно-исследовательскую работу. Значит, конкурс выиграла одна из фирм, ОТС Лаб называется. Значит, да, и в рамках этой работы, она практически полгода велась, мы в 23 году ее приняли, значит, провели по ней еще дополнительно независимую экспертизу в городе Москве, получили положительную экспертную оценку и после этого утвердили и начали уже по ней работать. Ну, в работе принимали у нас участие, получается, наши перевозчики, это им как муниципальный перевозчик МУП ЕПАК, и наши частные перевозчики, коллеги, которые имеют довольно-таки большой опыт нашей маршрутной сети. Они работают уже более 30 лет здесь, да, принимали участие структурные подразделения, ну и мы сами организаторы по перевозок. Сколько сейчас автобусов? Сейчас у нас, ну, по городским 18 городских маршрутов, а их количество не изменилось. 18 городских маршрутов ежедневно на линии выходит до 250 единиц техники, в зависимости, ну, от дня недели. То есть будние дни это до 250, выходные немножко количество машин уменьшает. Ну, в связи с тем, что пассажиропоток не такой, как бы. Ну, вот у меня такой вопрос, может быть, он вам покажется... Ну, вот я как просто, да, понятно, что если раньше автобусов, я так понимаю, было больше, а количество жителей города было меньше. Вот. То есть вроде бы автобусов должно быть больше становиться. Ну, класс автобуса сейчас немножко Или просто изменился. Да. Сейчас вы видите, в городе Якутске появилось, ну, довольно-таки большое количество красных новых автобусов. Да? В 2022 году мы закупили при поддержке главы республики Сергея Сергеевича Николаева 100 автобусов. Столетию республики, 100 красных автобусов. Для города Якутска. Да. Они у нас курсируют в пригородных направлениях и в городе Якутске. Да. Далее мы вот в прошлом году у нас пришли также новые автобусы марки «Волгабас». Это автобусы среднего класса, большой вместимостью, в количестве 19 штук, которые тоже сейчас курсируют у нас по городским нашим маршрутам. Конечно же, вот по сравнению с нашими автобусами старыми, да, малого класса, марки ПАС, да, по вместимости они гораздо больше. Соответственно, они перевозят людей в час пик больше. Если в ПАС влезает у нас, ну, по стандарту там до 42 человек, да, а зимой еще меньше, потому что люди плотно одеваются, то в эти автобусы марки Vector Next, которые были закуплены в 2022 году, и Волгабас, туда вмещается там 50 и более человек. То есть, да. А автобусы большого класса, которые сейчас у нас и тоже в городе в том числе двигаются, на 100-м, 11-м и первом городском маршруте, который исполняет перевозчик МУП ЕПАК, там используются автобусы марки КВЗ, они вместимостью там до 65 человек. То есть разница, ну,
Ну, колоссальный. то есть, как бы, вы говорите, что автобусов стало меньше, но сами автобусы стали больше. Тут еще хочется добавить, тут, так скажем, много факторов. При выборе техники стояло, как бы много спорных моментов возникало у заказчика и у перевозчика. То есть на сегодняшний день у нас город расстраивается, дороги как бы, но дороги они не изменились. У нас расширяться, допустим, некуда. Где-то по каким-то улицам, допустим, 12-метровый автобус, он не завернет, не сможет повернуть поворот, войти, грубо говоря, дорожные именно условия. Во-вторых, потом у нас также очень большую роль сыграла, то есть нехватка водителей на сегодняшний день. Это тоже как бы есть. То есть, и, соответственно, было принято решение, то есть мы ушли на средний класс, МУП и ПАК у нас 12-метровая машина также осталась. Также, когда вот нам предложили, когда вот фирма вот это сделала, работу, так скажем, да, то есть то, что они предложили, схемы вот эти все, да, не знаю, наш как бы город, так скажем, да, мы лучше знаем пассажиропотоки все эти и наш город. Основная задача была администрации и заказчика — это соединить больницы, школы, чтобы и обеспечить транспортную доступность любому жителю, так скажем. На сегодняшний день эта задача была, еще эта схема переработана с администрацией, с заказчиком, с нашим. И вот как бы пришли к такой. И автобусы вот у нас, я говорю, они, да, мы на сегодняшний день и требования к технике возросло. То есть на сегодняшний день все автобусы должны быть оборудованы с доступом для маломобильных групп населения. То есть это и, соответственно, и компоновка автобуса. То есть и тут же еще в учет у нас входила наша зимняя эксплуатация автобусов. То есть вот на пазиках, допустим, дверь спереди и сзади. То есть и это, уже машина, как бы она вообще, по идее, устарела. На сегодняшний день вот у нас автобусы, грубо говоря, там спереди дверь и посередине. Соответственно, там площадки вот это все, накопительные тоже у нас как бы, технические данные тоже вот эти все. А я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и позвонить в студию и задать вопрос по теме можно по телефону 42 14 39. И у нас, кажется, есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, будет ли введен маршрут через 202 в сторону Дзержинского? А то 1 тройка очень недоступна. В том районе у нас курсирует, да, действительно, маршрут номер 3, курсирует маршрут также номер 17, он заезжает в 203 микрорайон. И буквально недавно мы по просьбам жителей, как раз-таки 202-3 микрорайона, запустили туда 14-й городской маршрут. То есть вопрос неоднократно ставился перед комиссией. Конечно, мы несколько раз рассматривали этот вопрос. Один раз, правда, отказали, но в связи с тем, что нужно было сделать дополнительный анализ, мы этот анализ провели по пассажиропотоку, согласовали с нашими перевозчиками частными, и с 18 ноября туда дополнительно начал курсировать 14-й городской маршрут, который охватывает эту зону, часть микрорайонов 202, 203. Конечно, хотелось бы еще дополнительно туда маршрут какой-нибудь запустить, но, как Андрей Владимирович сказал, мы исходим из того, что у нас есть, от количества подвижного состава, водителей, в первую очередь, да, поэтому планомерно, конечно, к этому будем стремиться, к увеличению наших городских маршрутов. В этом году, кстати, мы вот планируем также в рамках последующего этапа реализации, модернизации маршрутной сети ввести в тестовом режиме новый тип городского маршрута. И как раз-таки там будем рассматривать вот такие вопросы по дополнительным маршрутам. Вот в Телеграме вопросы от жителя ДСК. 14-й автобус начал заезжать в микрорайон Звездный, но перестал заезжать в микрорайон Стерх, хотя там есть автобусная остановка. Вот у нас такого характера вопросы, да, практически ежедневно возникают. Но людям, как бы, понятное дело, да, все хотят, вот он вышел на этой остановке, и чтобы он с этой остановки, то есть, как сказать, не делал пересадок на одном автобусе. Но это физически это невозможно сделать. Нет, но если там есть автобусная остановка, а там никто ей уже не пользуется. То есть автобус перестал на нее заезжать. В микрорайоне Звездный. Стерх. Стерх, Кульбертинова. 16-й маршрут. 16-й маршрут Да. курсирует. То есть, да, там получается, я и говорю, как бы у нас люди хотят, так скажем, с точки А в точку Б без пересадок. Но это при росте города и всем остальном, как бы, это невозможно сделать физически.
То есть сегодня задача заказчика обеспечить транспортную доступность. Вот с Терхова, допустим, есть вопрос, да, у него вот с Терхова. Он может на 16-м добраться, там, где пересекается с 14-м, и уехать туда. Но это надо, понятное дело, что это надо оплатить дважды. Но при этом вы можете тариф, у нас сегодня тариф очень, так сказать, Вот, кстати, лояльный. про тарифы. Глава города, значит, Евгений Егорьев сказал, что тарифы повышены не будут. Вот как это вообще получилось? Повышение тарифов, ну, это такой очень трудоемкий, так скажем, да, вопрос, да. Наши перевозчики ежегодно обращаются к нам, ну, предоставляют нам, да, свои расчеты, да, определенные с обоснованием. Это, ну, не быстрая работа, но проводятся там определенные комиссии, рабочие встречи, да, где мы анализируем каждую долю, да, того или иного тарифа. У нас тариф дифференцированный на сегодняшний день, то есть нет единого тарифа. У нас по банковской карте там 40 рублей, за наличку в городе 45 рублей. Также есть проездные, по которым за поездку вообще 20 рублей. Да. Есть у нас и по социальным картам определенные тарифы, то есть, да, и по каждому это, ну, очень долгий такой трудоемкий процесс, обсуждаем. И, конечно, мы к этому придем, все когда-нибудь, да, все растет, как бы, да, все дорожает, мы это видим. И в целях поддержания наших тоже, в том числе частных перевозчиков, наших перевозчиков муниципальных, конечно, мы все равно к этому когда-то придем. Сейчас пока на стадии находится рассмотрение, обсуждение этих расчетов. Спасибо. И у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, задавайте ваш вопрос. Меня интересует, когда наведут порядок с маршрутом номер 1 по улице Чернышевского. Там городской автобус ходит единственный. И там ходит еще 101, 103 пригородные, но они ходят по особому расписанию с большими интервалами. На единицы невозможно попасть на базы. Волнует меня, вот я от пожилых людей обращаюсь. Там много пожилых людей ездит на базу 66-80 Чернышевского. Уехать невозможно ни в город, ни обратно. По 45 самое малое время ждешь автобусы. Сейчас зимнее время, хотя бы там поставили еще теплые остановки. Невозможно стоять, замерзать. Пожалуйста, можно пустить какой-то еще один автобус. Раньше ходили 13-й, 55-й, все поубирали автобусы. Сейчас единица ходит. Все возмущаются люди, которые там бывают на остановке. Спасибо, вопрос понятен. Я напоминаю, телефон прямого эфира 42 14 39. Так, ну, спасибо за вопрос. Да, сейчас первый городской маршрут у нас исполняет движение наш муниципальный перевозчик МУП ЕПАК. У нас сейчас ежедневно в будние дни выходит 8 единиц техники, в выходные, ну, чуть меньше, да. Интервал движения действительно там в какие-то периоды, да, у нас в дневное время могут достигать до 30 минут, но тоже это, как говорится, не от хорошей жизни сделано, да. Мы планомерно идем к тому, чтобы увеличить количество подвижного состава, который будет выходить ежедневно. Это зависит у нас от количества водителей. У нас сейчас острая нехватка кадров, как мы озвучили, в том числе и в нашем муниципальном предприятии. Но мы над этим планомерно работаем, над повышением престижа профессии, над увеличением заработной платы наших водителей. Эта работа у нас системная имеется, дорожная карта выстроена определенная. Поэтому я думаю, что в этом году мы добавим количество единиц техники. Жителю приношу свои извинения и прошу вас, чтобы долго не ожидать на остановках, пользуйтесь приложением «Умный транспорт» для того, чтобы, ну, выходить, когда уже автобус непосредственно уходит. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. У меня есть вопрос, уже говорю, да? Да-да-да, задавайте. Алло. Задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем. Мне такой вопрос. Вот по маршруту номер 4 по улице Орджоникидзе останавливается центральный, это возле казначейства. Следующая остановка только около ФСБ. А между этими остановками можно ли сделать остановку? Слишком длительное такое вот расстояние. Спасибо. Вопрос понятен. Спасибо за вопрос. Ну, у нас все остановки обустраиваются в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения, да, в рамках соответствующих госстандартов. Расстояние между остановками у нас не должно превышать
более 600 метров. То есть, да, там расстояние у нас, в принципе, позволяет, поэтому пока сейчас в настоящее время обустройство дополнительной остановки там не рассматривается, но, в принципе, мы можем взять на заметку, что есть такая потребность, и рассмотрим этот вопрос. Давайте обсудим работу приложений «Умный транспорт» или как еще можно отследить движение автобусов. Табло вот на умных остановках, как можно? Ну, да, действительно, значит, увидеть, как двигается автобус, можно в приложении «Умный транспорт». Оно у нас работает через мобильную сеть, то есть, да, где отображены все городские и пригородные маршруты. Очень удобное приложение. Да, бывают у нас случаи, и поступает в том числе и в наш адрес обращения о некорректной работе приложения. Но это все зависит от, да, с технических точки зрения, да, от покрытия оператором мобильной сети определенной зоны. То есть, да, в некоторых зонах, пригородных районах города особенно, да, бывает, что связь работает некорректно, поэтому приложение бывает показывает данные какие-то некорректные. Но это такие вот случаи единичные, мы постараемся людям сразу объяснять, но будем работать над модернизацией в этой системе в целом, да, чтобы у нас все корректно работает, у нас в планах тоже есть. А какой сегодня самый популярный автобусный маршрут в Якутске? Вы же наверняка исследования проводите, ну или вы вот интуитивно можете сказать, какой самый На сегодняшний день у нас популярный маршрут получился, как бы, если, как сказать, популярный. Если судить по пассажиропотоку, то сегодня самый загруженный как бы, маршрут у нас получился номер 5. Тот он соединил у нас Прометей и аэропорт, так скажем. Ну, в самом деле их несколько, да? Вот Да, их несколько. Одни как из бы, да. популярных, если перечислить, это 20-й маршрут, 17-й маршрут, это маршруты, которые в центральной части города двигаются. Из периферийных маршрутов это 35-й, да, также вот. да, 35-й маршрут, 16-й, ну, в принципе, Они на самом деле это все популярные. все популярные для Да, своих ездят, пассажиров. Они все, конечно, популярные. Но чаще всего, допустим, обычно людям нужно попасть в какое-то социально значимое место там, да, и так далее. Это центровые маршруты, естественно, конечно, будут. А вот насколько сегодня кадровая потребность закрыта? То есть водителей хватает? Нет, водителей не хватает, что у МУП ИПАКа, что у нас как бы не хватает. У нас порядка 180 человек не хватает водителей. 180? 180 человек, да. Но если как бы вспомнить прошлые года... Подождите, 200 автобусов и 180 водителей не хватает? Ну, у нас автобусов вообще как бы на самом деле больше. Это Эдуард Юрьевич сказал, выход именно ежедневный автобусов. Вообще на самом деле у нас 420 машин. Порядка 180 водителей не хватает, потому что водитель, он же не может ежедневно выполнять свою работу, так как трудовой час у нас определен нормами трудового часа. И, соответственно, как бы есть у нас водители, там где по 2 водителя на один автобус. Но у нас на сегодняшний день не хватает, потому что водитель, отработав 2 дня, ему положено дать выходной. То есть день он отдыхает. А в этот день кто-то вот это должен его заменить, как бы, и у нас так вот. МУП ИПАКи, допустим, там порядка 70, по-моему, не хватает водителей. Чуть поменьше, ну, есть, Поменьше, да. Но говорят, при этом заработная плата там достойная. Заработная плата, ну да, мы считаем, что это на сегодняшний день достойная заработная плата. Порядка она у нас, ввиду того, что у нас сдельная оплата труда, она зависит от выхода именно водителя. Ну, чтобы водитель был заинтересован каждый день ежедневно выходить на работу. То есть, ну, если он в месяц отрабатывает, как бы там от 80 до 150 тысяч можно заработать. 1000 рублей в месяц. Да, И да, при этом 1000 рублей не в хватает 180 человек. Да, не хватает. Ну, работа тяжелая. Но сдельная работа наша зависит не только от того, сколько он выходит, а еще и от того, сколько пассажиров он перевез. Или нет? Ну, от пассажиропотока тоже, да, зависит, Ну конечно. да, зависит. Ну, как бы, если, допустим, на тот день он ездил днем и сломался, то в любом случае предприниматель ему доплачивает. Как бы тут... Давайте сразу о требованиях расскажем, может, посмотрят и обратятся к вам. О требованиях водителей? Да. Какие к нам требуются водители? Да. Ну, прежде всего, стрессоустойчивые водители, потому что порядка 600 человек один автобус перевозит в день у нас пассажиров. И каждый со своим мнением, как бы нужно каждому объяснить пассажиру. Вообще есть хорошее, как бы раньше вот было в советские времена, помните, нельзя отвлекать водителя во время движения. Прежде всего, водитель, он следит за безопасностью. То есть это от остановки отъехать, заехать на остановку. Ну, прежде всего, это безопасность, потому что мы на дорогах находимся не одни. Сегодня у нас движение
трафик автомобильный очень вырос. В каждой смене по 2, по 3 машины там имеется, как бы, ну, сами видите. И дороги не справляются, некоторые у нас транспортные потоки. Основное это вот в час пик, когда вечерний и утренний, почему у нас автобус как бы бывает и опаздывает, большие пробки бывают на некоторых местах. Вот. А требования, водитель категории D, стрессоустойчивый, как бы мы предлагаем разного рода, вплоть до того, что если приезжий, допустим, от кого-то Саусов, мы предлагаем за свой счет предприниматели снимать также жилье. То есть есть определенные договоренности, допустим, если он не может выехать, мы готовы оплатить билет оттуда, ну, с определенных улусов, как бы. Ну, и водитель категории D. А если у человека нет категории D, но есть желание работать, вы поможете обучиться? Да, мы таким тоже, да, помогаем. В автошколу мы даже готовы, как бы, предпринимателю вот, оплатить учебу, то есть с которым он потом, в принципе, отработает, ну, по договоренности в зависимости. Но нужно, естественно, как бы, чтобы он отработал там у нас вот эти все, хотя бы год и полтора. У нас есть еще звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. Вот улица Ярославского, район вот регистрационные палаты. Там раньше давным-давно ходил 5-й, 15-й автобус. Потом их убрали, потом пустили двойку. Двойку сейчас как-то перевели через улицу Кирова, выходит она. То есть вот этот участок у нас тоже оголенный вообще совершенно остался. И второй вопрос у меня насчет, вот, например, ну, вот площади Дружбы доехать до Пояркова, к Цирку и так далее. Там вот. Раньше какой-то автобус ходил, который ездил по Кирову, потом заворачивал на Поярково. Сейчас тоже этого автобуса нет, по-моему. 17 ездит. 18 ездит там. Спасибо. Ну, по первому вопросу, да, действительно, по улице Ярославского ранее курсировали определенные маршруты. Последний это вот второй маршрут. К сожалению, на данном участке, по нашему анализу проведенному, низкий пассажиропоток, ну, то есть очень мало пассажиров, все пассажиры, ну, это центр города, и остановки находятся все рядышком, проспект Ленина, Кулаковского, там, да, где ходит 35-й маршрут, да, шаговой доступности, поэтому все пассажиры ходят, конечно, к этим связующим остановкам, где ездит очень много автобусов, и на любой удобно садиться. Поэтому было принято сначала в тестовом режиме, мы проанализировали, проездил автобус неделю, потом уже официально мы на межведомственной комиссии рассмотрели, и члены комиссии единогласно проголосовали, значит, изменить, откорректировать данный городской маршрут второй по существующей сейчас уже схеме через улицу Кирова. Но мы, конечно, все равно будем иметь в виду улицу Ярославского, да, и при возможности, да, наших сил и средств, конечно же, запустим какой-то определенный маршрут по всей части улицы Ярославского в дальнейшем. Это вот опять вопрос, касающийся того, что как бы человек хочет все-таки ехать с точки А в точку Б не без пересадок. Да. Но опять-таки тут невозможно это физически сделать. То есть мы сколько раз объясняем нашим пассажирам, но вы можете, тем не менее, как бы за ту же стоимость проезда. На сегодняшний день, допустим, на 45 рублей стоит наличка, но вы можете взять тот же проездной, и вы даже еще дешевле проедете с пересадкой с одной. Как бы поездка, она, в принципе, А по второму вопросу... Проездной, в смысле, на месяц? Да, на месяц. По У второму вас поездка вопросу... получится на 2 автобусах, стоимость одной поездки. По площади Дружбы до Цирка 17-й городской маршрут курсирует. То есть Да, в настоящее время 18-й. популярный маршрут, почти каждый там Сотый там ходит 5-10 автобус. минут. Он. Там 3 маршрута. Да, То есть он ездит? ездит? Да, они ездят. Да, спокойно можно доехать. А вот, Без пересадок. кстати, по поводу того, что люди хотят проехать из точки А в точку Б, вот как вы говорите, да, не рассматривали ли такой маршрут, вот такое ценообразование, чтобы человек покупал проездной на день? Нет, почему Или у нас... там не у на нас- месяц, на неделю, допустим. Да, там есть определенные, На день. там есть определенные технические нюансы у нас. Пока на сегодняшний день мы это реализовать не можем, но мы уже об этом разговаривали. Уже год назад мы об этом речь вели. То есть вот как в Москве у нас есть, мы тоже по принципу Москвы же пошли. Да. У нас дифференцирована на сегодняшний день оплата. Но я говорю, как бы это в принципе то же самое, что проездной. Вы дешевле будете ездить в любом случае. Есть такое, но вот здесь нужно определять там очень сложные, так скажем, расчеты этого тарифа.
Ну, мы об этом речь уже вели. И тем более у нас сегодня, ввиду того, что как бы перевозчики разные выполняют, то есть там есть определенные тоже нюансы технические вот эти вот, как реализовать поступление денег от этих, ну, потому что мы не знаем, на каком сегодня человек будет автобусе, ну, ездить, грубо говоря. Там есть определенные технические, ну, мы над этим работаем. Ну, в принципе, вы над этим думаете, да? Да, Потому да. что, ну, допустим, сломалась машина, да, ты знаешь, ну, или в сервисе одна у тебя, ты знаешь, что неделя тебе не нужен проездной на месяц, но на неделю можно купить проездной. Было бы... Можно через транспортный кошелек, в принципе, оплата также будет. Там по карте КЖЯ там, и так далее, да, там 33 рубля вообще тариф. То есть, поэтому... Есть у нас тариф также «Спутник», который там дешевле гораздо, чем за монеточку. Да. И это как электронный кошелек. Если, допустим, вот как вы говорите, машина сломалась, вы можете его пополнить, сколько вам нужна сумма, и проехаться. Да. Он гораздо дешевле тоже практически, насколько сегодня. 33 вот 33 рубля. 33 рубля. Это вы про что говорите? «Спутник» карта. Спутник карта, то есть другие. И она платежные привязывается к системы. телефону, в приложении, вы можете электронно пополнить, сколько вам нужно поездок сегодня совершить, допустим, пополнили, все. Она вообще не сгорает, ничего. И там проезд стоит дешевле, чем Да, да. с обычной банковской картой. Да, или Да. с- По или с банковской обычной. 40, а там 33 рубля. Давайте про теплые остановки. К сожалению, в последнее время вот были новости о том, что там вандалы разгромили очередной автобус в теплую остановку. Это, конечно, большая боль, наверное, для вас. Да, ну вот вообще, я так понимаю, все равно же этот опыт, уникальный опыт Якутска, он Да. себя хорошо зарекомендовал, Да, и совершенно планируется ли вот строить в новых микрорайонах теплые остановки? Да, мы ежегодно работаем над этим. По поручению главы города Якутска нам поставлена задача в городе Якутске построить вообще 100 теплых остановок. Да. На сегодняшний день городом уже построено и эксплуатируется 51 теплая остановка. В прошлом году мы построили 5 теплых новых остановок. Это в микрорайоне 202 2 теплые остановки были введены вот совсем недавно, в конце декабря. На улице Можайского введена новая теплая остановка. И в новом микрорайоне Звездном, где сейчас проходит очередной этап, прошел очередной этап строительства улично-дорожной сети. Там в секторе А введены тоже в конце декабря 2 новые теплые остановки, которые на сегодняшний день эксплуатируют. В этом году мы также в бюджете города заложили средства на строительство 5 теплых остановок. И у нас уже целая очередь, то есть это имеет заявительный характер. Люди обращаются, организация. Мы, конечно, в первую очередь ориентируемся на социальные объекты. Это больницы, школы, детские сады и места большого количества социального притяжения. То есть, да, не всегда мы можем там, где хотим или где у нас горожане желают поставить теплую остановку, ее возвести, поскольку мы проходим определенную процедуру согласования с нашими ресурсными организациями, которые иногда, бывает, не согласовывают нам обустройство теплых остановок, поскольку под земельным участком, где будет располагаться будущая теплая остановка, проходят жизненно важные коммуникации, к которым всегда у ресурсных организаций должен быть доступ при ремонте, при аварии каких-то и так далее. Поэтому здесь, сейчас в этом году, как я сказал, 5 остановок мы уже наметили, эти места определены, мы вот как раз таки... А где? Можно для секрета? Да, скоро мы анонсируем это на нашем телеграм-канале про автобусы. Пожалуйста, ознакомитесь, да. То есть не скажете, да? Пока, к сожалению, не могу сказать, да. Ладно, давайте тогда напомним телезрителям, у кого есть бесплатный и льготный проезд на автобусах. Льготные проезды, есть по линии Министерства труда и соцразвития, там несколько категорий, начиная там от пенсионеров, инвалидов определенных групп. 22 категории. Да, несколько категорий. По линии городской администрации, которая бесплатный проезд обеспечивает из бюджета города, это у нас 7 категорий. У нас на сегодняшний день все дети с 1 по 4 класс двигаются на общественном транспорте бесплатно. Это дети из семей военнослужащих, участников специальной военной операции с 1 по 11 класс передвигаются на общественном транспорте бесплатно. Дети из многодетных семей у нас с 4 ноября
по указу, значит, Илдархана Александра Сергеевича у нас двигаются бесплатно на общественном транспорте. Это, значит, дети из малоимущих семей, дети, проживающие в пригородных, отдаленных районах, также у нас, значит, передвигаются на общественном транспорте бесплатно. И сами военнослужащие специальной военной операции, также у нас участники передвигаются у нас с прошлого года бесплатно на общественном транспорте. Ну, раз вы про пригородные маршруты упомянули, может быть, расскажете, как с ними работа вообще построена? Ну, по пригородному направлению у нас обеспечивает единственный перевозчик, это муниципальное предприятие ЕПАК. На сегодняшний день у нас осталось 5 пригородных маршрутов, поскольку с 1 января у нас 3 пригородных маршрута, которые ранее курсировали в городской округ Жатай. Организатором этих перевозок у нас стал Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Да. Также они курсируют, продолжают, поменяли номера, но курсируют также предприятие ЕПАК. Теперь просто субсидируются полностью эти маршруты уже регионом. Мы же продолжаем движение, наши пригородные округа, районы, Кангаласы, Табагат, Улагина, Сырдах, Хатасы, село пригородное. То есть, также у нас и временные маршруты есть, дачные, 3 дачных. А какая главная боль сейчас перевозчиков? Вот качество дорог или что? Какая боль? Какие Качество дорог не сказать, что у нас как бы у нас главные проблемы? Проблема, но основная на первом месте на сегодняшний день проблема — это водители, кадры. То есть кадровая политика. На втором месте, на самом деле, проблем в перевозках у нас очень много. И когда приходит у нас холода, 50-градусные морозы, как бы даже вот комментарий там один поступил, что у нас даже коммунальная техника не уходит в минус 50, а мы, тем не менее, как бы ездим перевозки. Да. То есть техника, она практически та же самая, что коммунальная у нас. И шланги вот эти вот лопаются, и пластиковые сейчас. Автобусы, модели, допустим, элементарно тот же самый пример. Раньше, допустим, делались линии тормозные, допустим, делались из алюминия, из меди, грубо говоря, эти трубопроводы. Сейчас они все пластиковые, на пластиковых этих, и, естественно, пластик как бы в таких климатических условиях. То есть вот мы даже, получая новую технику, мы еще год на ней набиваем ошибки, так скажем, шишки свои, и определенные коррективы свои вносим в утепление тех же самых автобусов. Сегодня у нас, по правилам вообще пассажирских перевозок у нас очень ужесточились. То есть все заточено на безопасность пассажиров. Это, то есть, вот мы не можем сегодня, раньше в пазике мы ставили радиаторы, допустим, чтобы утеплять, а сегодняшний день мы не можем, потому что мы... А поэтому так холодно в автобусе? Да. Соответственно, двигатель там у автобуса находится сзади. Раньше, допустим, он впереди находился, там обдувался в салон, как бы радиаторы ставили. Есть нюансы вот эти все, как бы ставим дополнительные печки, тем не менее, как бы все равно, так скажем. А дороги, да, дороги как бы, на сегодняшний день больше уже асфальтированных дорог, как бы, на это жаловаться грех, да, опять-таки, я так понимаю, у города тоже есть определенные проблемы с увеличением дорог, соответственно, и обслуживание их тоже должно увеличиваться, а тем не менее, бюджет, он все равно же как бы не резиновый. Понятное дело, также вот как бы плотно отрабатываем с тем, чтобы подсыпка остановок, там вот у нас идет активно тоже вот. Есть нюансы, очень много нюансов. Понятно, у нас пара минут буквально до конца эфира, о проблемах можно говорить долго, я знаю. У нас светские праздники закончены, но православные ждут крещения. Я знаю, что будет специальный автобусный маршрут. Вот о нем расскажите, он всю ночь будет ходить или как? Да, действительно, как и каждый год, при поддержке наших частных перевозчиков с 18 по 19 января у нас будет организовано автобусное сообщение с района Вечного огня до Зеленого луга, где будет оборудована крещенская купель. Будет задействовано 2 автобуса. Первый день автобус будет курсировать с 12:30 до 22:00, и 19 января автобус будет курсировать с 8 утра до 22:00. И проезд как на обычном? Проезд как и по городскому маршруту, да. Можно карты использовать, либо наличными. Без льгот. Да. Ну что ж, благодарю вас за интересную познавательную беседу. Уверена, что зрителям было полезно. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.